10 по 18 июня в Испании в городе Сантандер прошел ежегодный чемпионат Европы по баскетболу среди ветеранов по версии СБА. В нем приняли участие 33 команды из разных стран мира. Впервые за всю историю абхазского баскетбола на чемпионат Европы была приглашена команда из Абхазии. Это знаменательное событие не только для самих участников, но и для всей нашей страны. Ведь на фоне частично признанной Абхазии наши спортсмены выступали на равных условиях с европейскими командами. В прошлом году мы попали на международный турнир в город Казань. Там участвуют команды 4. Называются они 50+, среди ветеранов. И получилось так, что команда наша очень понравилась. Нам предложили ребятам попробовать продвинуться и поехать на чемпионат Европы в город Сантандер, Испания. И мы дали заявку, поговорили с организаторами. И как бы получилось, мы в течение где-то около 1,5 месяца мы работали над этим и смогли приобрести визы и выехать на соревнования. Конечно, нам было тяжело собрать весь состав. У нас получилось, что 2 человека не имели паспорта. Пришлось их оставить. Одного сняли в самолет там, в Москве. Ну, мы поехали всемиром. Всемиром заявка дополняется. Вполне реально можно было играть. И мы попали под группу, первую подгруппу с командами Украины и Испании. Это такое знаменательное все же событие не только для нас, для игроков, но и, мне кажется, для всей страны. Почему? Потому что мы поехали не на чемпионат Европы среди непризнанных стран. Нас пригласили на чемпионат Европы для ветеранов среди признанных стран мира. А это важно, что вот именно мы выступали не от России, как многие спортсмены титулованные у нас в Абхазии, а выступали от нашей страны. Мы выступали как БК Сухум, на майках была надпись «Абхазия». И за 90 лет существования нашего баскетбола, а в 2014 году мы, значит, отметили 90-летие. Вот. Существования баскетбола в Абхазии. Это такое первое знаменательное такое событие, которое оно произошло. И мы приехали и, в принципе, сыграли достойно. К сожалению, турнир прошел не без эксцессов для нашей команды. После игры со сборной Украины баскетболисты скинули в сеть информацию об игре с Абхазией, после чего мгновенно разразился скандал, и ФБУ высказала недовольство организаторам турнира. Консулы Латвии и Грузии выразили ноту протеста в связи с участием непризнанной республики в столь значимом чемпионате. 2 напряженных дня наша команда не участвовала в турнире. Не только посольство, там и спорткомитеты этих республик, стран начали возмущаться о том, что якобы Абхазия непризнанное государство, на каком отношении имеет она играть в баскетбол. Но нам поддержку дала, конечно, все команды России. И позвонили Соединенных Штатов Америки, организаторы этих соревнований. И в конце концов нас допустили на это мероприятие, и мы приняли участие. Они, значит, скинули положительные отзывы, что команда хорошая, сильная, что достойные игроки. Мы не ожидали такого отпора. Разразился скандал. То есть, как бы, Федерация баскетбола Украины подала протест Европейской Федерации против участия сборной Абхазии в таком турнире, даже ветеранской команды. Ну, как такое допустили? Ну, президент Федерации СБА дала понять, что это клубный чемпионат Европы, и Абхазия была приглашена как сильная команда, и она приняла участие, и мы одобряем это участие. И, в общем-то, день нас не допустили до игр, но после, как бы, все страсти улеглись, и мы продолжили принимать участие в этом турнире. Одним словом, нас поддержали и игроки самой команды Украины, и российские команды. Вот с Казани, да, ребята даже сказали, если вы снимете Абхазию с турнира, наши 2 команды снимутся. То есть вот такую поддержку со всех сторон. И нужно заметить, что мы раздали очень много флагов, герб, разные наклейки, там, этикетки с нашей символикой нашей. И нас, в общем-то, очень тепло встретили, тепло приняли. Мы оставили в Испании не только о нашей игре, но и о нашей стране хорошее впечатление. Я вам скажу, на открытии, когда мы вышли на открытие, атмосфера была дружелюбная. Все команды, все ветераны, они были довольны, они были просто обескуражены тем, что мы появились там, на этом чемпионате. Страна, маленькая республика, почти никем не
признанная, мало кто о нас знает. И вдруг мы выходим в красивой форме, в эмблеме, с нашим гербом на спинах, написано «Абхазия». Аж, знаете, такое ощущение и аплодисменты своего зала. Мы выступали как баскетбольный клуб «Сухум». Нам разрешили выйти в своей форме, со своим гербом. И когда нас объявили Абхазию. Так что мы дали, как говорится, бой. Не только информационный, но и на поле тоже. Не только игровой, но и информационный тоже. Мы как могли отбивались. Бесик особенно отбивался везде. Потому что надо было всем доказать, что мы умеем играть в баскетбол. Что мы хотим играть в баскетбол. И что мы люди, которые не только завоевали свободу своими кровью и своими жилами, но мы хотим заниматься спортом, чтобы нас помнили, видели и знали о нас. Организаторы соревнований провели чемпионат Европы в следующих категориях и видах – по стритболу, по дальним броскам, по макси-баскетболу. Апогеем чемпионата стала игра сборной Европы против сборной Испании. Стоит отметить, что наша команда выехала на турнир в составе 7 игроков, а их должно было быть 12. По стритболу баскетбольный клуб «Сухум» занял второе место, уступив испанцам, наши ребята взяли серебро. По броскам с дальней дистанции мастер спорта Абхазии Николай Гущин, обойдя всех в предварительном этапе игр, вышел в финал 4 и в финале турнира уверенно стал серебряным призером чемпионата по трехочковым броскам. Дмитрий Джинджоля был признан лучшим бомбардиром чемпионата Европы, заняв в личном зачете первое место по набранным очкам. Спортсмену вручили кубок и грамоту. В пятерку лучших защитников вошел и Тимур Лакарба. В турнире по макси-баскетболу из 32 команд наши ребята заняли 7 место. Представляете, привезти с Европы серебряные медали. Впервые в истории абхазского баскетбола такого не было. Да, хотелось бы лучше, но это первые шаги. И мы надеемся, что эти шаги будут не последними, потому что нас приняли в семью баскетбола Европы и мира, нам выдали специальные паспорта, и теперь мы будем участвовать во всех соревнованиях, относящихся к чемпионатам мира, Европы и Олимпийских игр. Только по ветеранам. Пока по ветеранам. Это сложно, но мы думаем, что благодаря ветеранам мы дорогу пробьем. И, в конце концов, и дети, и юноши, и молодежь, и вообще команды наши будут признаны. Это уже, я думаю, что не за горами. И будем готовиться и искать средства, искать спонсоров, готовить команды, ездить на соревнования и самим тоже поддерживать спорт. Команд было много, в основном команды, которые уже в этих турнирах очень себя хорошо показали. А игроки команды этих, это те, которые в молодости играли в Евролиге, например. Вот Украина возьмем. Несколько ребят, они играли в свое время с теми, кто в НБА впоследствии попал, там играл. Гартавы, например, или Базилевский. То есть это мастера спорта, это очень высокий уровень игры. Кульминацией турнира стал матч всех звезд Европы против Испании. Ислан Шларба представлял нашу страну, играя за сборную Европы. Таким образом, после очередной победы в копилку нашей команды упала одна золотая медаль. Самым красиво заброшенным мячом чемпионата по макси-баскетболу был признан кроссовер Беслана Шларба в игре против Испании. В принципе, вот мы сыграли с испанскими командами, с командой Украины, которая впоследствии стала чемпионом Европы. Но мы видим, что уровень у всех команд хороший, и манера игры, конечно, немного отличается. Но в Европе мы заметили судьи, которые судили матчи, все же вот более жесткий там баскетбол, более контактный, чем, допустим, в России, в тех турнирах, в которых мы принимали участие. Те нарушения правил или фолы, которые, естественно, свистят в России, в Испании нам не свистели. Поэтому играли против нас достаточно жестко. Даже помню, один из интервьюеров, говоря о нашей команде, сказал, что Абхазию рубили на корню, но ребята не сдавались и в каждой игре выкладывались. Мне понравилась игра и Украины, и команды Маргутса, и Сантандер, с которыми мы сыграли. Их очень хороший уровень, но мы оставили о себе очень хорошее впечатление. Несмотря на то, что абхазские баскетболисты поехали не в полном составе и подверглись политическому давлению, игроки показали высокое мастерство. Участники турнира положительно отзывались о нашей команде. Команда из Абхазии. Ваши впечатления об этой команде?
Они бойцы. Я вчера был на этой игре, я просто видел о том, что как они играли. Они бьются до последнего, и пусть там не остается уже никому только выходить на площадку, там судьи, может быть, рубят уже на корню, но ребята бьются, и этим дают пример всем остальным. Так держать, молодцы. Для нас неожиданно, что значит, в Абхазии любят баскетбол. Довольно-таки напористые. Хорошо, что мы с ним не попали в одну группу. Спасибо. А то бы пришлось тяжело. Very strong, not the most taller, but strong in the game, great shooters. Команда из Абхазии невысокого, так сказать, роста, но все имеют очень хорошую форму и участвовали в турнире достойно. Overall, the basket against them was fun. Проводили данное состязание с достоинством с каждой командой. Очень рады встретиться было с командой из Абхазии. Заслуженные, молодцы ребята, мастера своего дела. Что бы ни происходило на площадке, победила дружба. Ничего удивительного в том, что команда из Абхазии на чемпионате Европы показала хорошие результаты, ведь баскетболу в Абхазии уже 90 лет. Еще в 1924 году появились первые баскетбольные площадки в стране. До войны в команде сборной Абхазии всегда были игроки, которые были представлены в высшей лиге. В чемпионате Союза играли такие, как Сергей Васильевич Багапш, Томич Гириная, Бесик Аджба, Вахтанг Тания. Это люди, которые прославляли Абхазию, которые показывали баскетбол не хуже любого баскетбола в любой стране. Потому что абхазский баскетбол он был на высоком уровне. На высоком. Не забывайте, что у нас была спортивная база, Олимпийская резерва, где приезжали лучшие команды Европы. Атланта Хокс приезжала к нам в Эшеру на спортбазу, где играли наши же баскетболисты. Динамо Тбилиси. В чемпионате Грузии, в чемпионате Советского Союза за команду это играло 5-6 человек наших с Абхазии. Цидзигури, Килосония, Богатурья, Гена Сонин. Я немножко поиграл в свои годы. Все мы прославляли Абхазию. А сейчас надо ее дальше, потому что баскетбол, я считаю, это интеллектуальная игра. Интеллектуальная, и она развивает не только, как говорится, бицепсы, но и мозговую систему. Что и хотим, чтобы наши дети развивались, чтобы учились, чтобы процветала наша республика. Спорт – это жизнь. У нас команда играет в Краснодарском крае, это мужская команда. Детские команды, девчачьи и мальчиши играют в чемпионате России школьной лиги. Они участвуют, занимают не последние места. Команды показывают хороший уровень баскетбола. Просто немножко вкладывания финансовых средств, чтобы можно было делать сборы, чтобы проводить соревнования. Чем мы больше практикуемся, тем больше мы получаем эффект и получаем достижения в этом виде спорта. Развитие национального баскетбола и его популяризации. Эти вопросы обсуждали на конференции, которая была проведена 4 августа с участием представителей спортивной общественности. Много говорилось о необходимости привлечения к этому виду спорта подрастающего поколения. В соответствии с уставом на конференции в Федерацию баскетбола были введены новые люди, готовые сделать баскетбол массовым. Мы сегодня вот играем в разных лигах, во внутренних событиях. Очень много у нас молодежи, которые занимаются баскетболом. Ну, в целом, что для каждого родителя надо и, впрочем, для всех нас, чтобы дети учились, получали образование, занимались спортом, потому что это здоровье. А мы, как все-таки баскетболисты, хотим, чтобы в нашей секции все больше и больше детей было. Для этого мы подготовили новые программы, для того, чтобы приобщить их баскетбол, значит, надо им это показать на высоком, как говорится, уровне, проводить регулярно стритбол, это, значит, уличный баскетбол, там, где люди видят, ну, все открыто, как играют в баскетбол, красиво, как это проходит во всех странах мира, можно сказать. И все эти темы мы обсуждали на конференции, устанавливали, значит, регламенты новые по современным правилам по ФИБА, которые существуют сегодня. Ну, в рамках вот этих правил, значит, создаем новую, как говорится, вот такую вот атмосферу в баскетболе. В первую очередь мы избрали новый состав Совета Федерации, это президиум, так скажем, Федерации, который занимается, каждый занимается своими там, ну,
значит, в своем направлении, своими задачами. Кто-то занимается организационными вопросами, кто-то финансовыми, кто-то мероприятиями занимается. Ну, в общем, так, в целом это люди влиятельные, люди добросовестные, которые любят баскетбол. Также избрали, совет был избран членами федерации. Так скажем, реформы произошли небольшие, обновили. Все-таки все больше молодых людей вошло в эту организацию общественную, и поэтому есть продвижение. Вот ранее мои друзья, коллеги рассказывали вам про прорыв, так скажем, впервые, да, за всю историю абхазского баскетбола. Мы в Европу выбрались, заложили фундамент для будущего, как говорится, тоже поколения. Это очень радует. Мы хотим это уже сделать на высоком уровне, как профессиональный вид спорта, он так как и есть, чтобы люди под контрактом играли, чтобы достижений было много, чтобы абхазский флаг, это наша мечта, чтобы поднимался в других странах мира. Возвращаясь к выступлению баскетбольного клуба «Сухум» на чемпионате Европы, нужно отметить, что на закрытии турнира было объявлено о том, что команда из Абхазии получила приглашение на следующий чемпионат Европы в Хорватию. По словам тренера команды Сергея Сущенко, теперь у ветеранов баскетбола есть стимул держать себя в форме, ведь на предстоящий чемпионат они обязательно поедут уже за главным призом. Команда вся введена в Федерацию Европы. Теперь нас знают в Европе. Мы, как я уже говорил, играли от нашей республики. И в заключении турнира нам вручили приглашение на чемпионат Европы в Хорватию. Наша команда приглашена. Но какой плюс от этого? Мы не играем от России или от какой-то другой страны. Или нет у нас такого, чтобы кто-то из игроков был приглашен играть за другие команды. Хотя и такое есть, хотя все же есть. Но мы представляем нашу страну. Это говорит о том, что сегодня все ребята, которые играют в баскетбол, дойдя, допустим, до какого-то планки, и находясь на стадии завершения, они могут перейти в ветеранские клубы и продолжать принимать участие при хорошем уровне игры в Европе. Это большой плюс. Ну, во-первых, еще плюс в чем? В том, что мы все же Абхазию больше прославили. Да, получается, что нас как страну признали и допустили до участия на чемпионате Европы и пригласили на следующий чемпионат Европы. Но я хочу сказать, что БК «Сухум» дальше проводит переговоры с федерациями Европы, это ЭСБА, ФИМБА, которые проводят не только Европы, но и мира и Олимпийские игры. И динамика переговоров положительно, нас приглашают пока устно, но и на чемпионаты мира. Но в Европе мы себя зарекомендовали, мы поедем, скорее всего, в следующем году, а дальнейшие турниры, это время покажет. Мы уже готовы выходить на международную арену и доказывать всем, что Абхазия может выступать как страна, как государство, утвержденное в спорте, и показывать те положительные успехи, которые необходимы для развития не только ветеранского баскетбола, но и любого вида спорта с участием нашей команды за рубежом. Это большой плюс, это большой шаг, это большое движение спорта в сторону мира и в сторону признания нашей республики как не только политическое государство, но как и спортивная держава.